Какова ситуация в вахтовых поселках Якутии, где сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции? Как пандемия повлияет на деятельность промышленных компаний и в целом на экономику республики? Об этом мы поговорим сегодня с Максимом Терещенко, министром промышленности и геологии республики. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какова сейчас ситуация в вахтовом поселке на Чуяндинском месторождении? Сколько там заболевших и когда их начнут вывозить? Ситуация в вахтовом поселке остается непростой. Мы держим связь с оперативным штабом компании «Газпром Добыча Ноябрьск», а также с подрядными и субподрядными организациями. В частности, это организации, где сегодня и рабочие поднимают требования к работодателю. Это «Газартстрой» на 73-м километре месторождения. Вопросы, которые поднимаются, связаны с обеспечением средствами индивидуальной защиты, то есть масками. Сразу хочу отметить, что этот вопрос еще был инициирован на прошлой неделе. Мы совместно с уполномоченным по правам человека Республики Саха-Якутия отработали этот вопрос. 25 числа компания уже организовала реализацию масок и выдачу предметов личной гигиены и первой необходимости. Завтра ожидается поставка очередных контейнеров с задачами решить поставленные работниками задачи. Помимо этого, сегодня обсуждаются вопросы, чтобы было обеспечение качественным питанием, водоснабжением, отведением стоков. Поскольку все эти вопросы, они связаны непосредственно с оперативным руководством компании, по задаче главы Республики Саха-Якутия, оперативного штаба, сегодня на месторождение прибывает генеральный директор компании «Газартстрой», и его задача провести разъяснение работников о принимаемых мерах непосредственно. Отмечу, что сегодня с месторождения выехало 5 десятков работников, которые будут направлены в город Омск. Помимо этого происходит выезд по медицинским показаниям в город Ленск. Также вчера до поздней ночи прорабатывались вопросы с компанией «Газпром» и «Газпром Добыча Ноябрьск», задач, связанных с организацией эвакуации в другие регионы нашей страны. Определены позиции с обсерваторами, медицинскими лечебными учреждениями, дополнительного полевого госпиталя. То есть это тот круг задач который сегодня решается. Сразу хочу отметить, что вопросы, связанные с заболевшими, их озвучивает руководитель оперативного штаба республики, глава Айсен Сергеевич Николаев. Поэтому все данные, которые он дает в ходе своего брифинга, являются достоверными и актуальными. А вот насколько оперативно «Газпром» реагирует на ситуацию и обращение региональных властей? Хочу отметить, что в начале наших диалогов говорилось о представителями именно вот этих субподрядных организаций, о том, что какие задачи сложно ли решить, требуют ли отсрочки, но с самого первого момента и первым исполняющим обязанности на сегодня председателя правительства республики Колодезниковым Алексеем Засимовичем, мной как министром промышленности и геологии, ставили задачи о том, что требования, которые ставит Роспотребнадзор, необходимо оперативно и качественно выполнять. И самое главное, необходимо доводить информацию до работников. Ведь те звонки, которые сегодня раздаются и в мой адрес, и на горячую линию министерства, они как раз свидетельствуют о том, что работники просто не информированы. Например, о вопросах заработной платы. Как будут оплачивать в связи с продлением карантина, когда они находятся. Мы отработали этот вопрос с генеральным директором «Газартстрой», что те, кто сегодня на вахте, у кого она продлена в связи с карантином, они получат в полной мере свою заработную плату за каждый день. Те, которые сегодня не могут заехать, получат в размере 2/3, находясь на простое. Вопросы связаны с обеспечением средств индивидуальной защиты. Нужно было просто довести людям информацию, когда ожидается очередная поставка, чтобы никто не беспокоился, что эти запасы подходят к концу. То есть вот эти вот моменты, они, как правило, идут от неинформированности работников. Компания «Газпром» с первого дня, как эта обстановка началась, оказывает содействие, в том числе по работе с
подрядными и субподрядными организациями. Создан оперативный штаб, который с нами находится на связи, и мы с ними совместно отрабатываем эти вопросы. Ну, в Сунтарском районе сейчас карантинный режим тоже действует в одном из вахтовых поселков промышленной компании. В Уснере выявлено 2 случая инфекции у вахтовиков. В целом, вот о чем свидетельствует возникновение очагов вируса в промышленных компаниях? Это свидетельство о том, что сегодня в стране действительно коронавирусной инфекции подвержен любой человек. И происходит это не только в промышленных компаниях, это и не только в крупных городах. Коронавирус дошел и до малых населенных пунктов, и до небольших совсем компаний и учреждений, будь ли они частной форме собственности, либо государственной. Нужно отметить при этом, что, конечно, промышленные компании сегодня, то, что нарабатывалось десятилетиями, еще в том числе и в Советском Союзе, вахтовый метод работы, он как раз обусловлен необходимостью завоза персонала, который обеспечивает те функции, которые востребованы работодателями. Зачастую их не готовят у нас в регионе, но я думаю, те программы, которые сегодня реализовываются и направлены как раз на задачу привлечения местных кадров в промышленность. Вопрос выявления – это сейчас ту задачу, которую реализует, в частности, Роспотребнадзор, понимать источник, откуда это идет. То ли заражение происходит, например, в пункте, откуда человек убывает. И это может быть не обязательно вахтовый работник, это сотрудник, который возвращается из отпуска, например. Или происходит в пункте прибытия. Путей заражения может быть много, но тем не менее, считаю, промышленным компаниям те задачи, которые ставятся по линии оперативного штаба республики, которые исходят от Министерства промышленности и геологии, необходимо строго исполнять. Те меры, которые сегодня предпринимаются, ограничение и минимизация завоза вахтовых сотрудников, обязательная обсервация в течение 14 дней, обязательно проведение тестов на коронавирус, я отмечу, двойных тестов, и в день заезда, и на 10-й день, и с наблюдением последующим, создание на производственных площадках изоляторов и мест для обсервации. Вот этот вот тот комплекс мер, который, использование, конечно же, средств индивидуальной защиты, например, тех же масок, это как раз тот комплекс мер, который позволяет избежать распространения коронавирусной инфекции. И, конечно же, в первую очередь это зависит от сознательности и каждого работника, каждого гражданина. Вот Колмар как раз-таки на днях заявляла о прибытии вахтовиков. Вот какую ответственность несут компании в случае массового распространения коронавирусной инфекции? О завозе вахтовых работников заявлял не только Колмар. Эти моменты сегодня тоже отслеживаются. Напомню, что работодатели обязаны за 5 дней до завоза вахтовых работников уведомлять об этом Управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, Министерство здравоохранения, Министерство промышленности для планирования необходимых действий и мероприятий, распределения, соответственно, сил. Сразу хочу отметить, что ответственность, вот в частности, был разработан регламент, утвержденный оперативным штабом как раз на требования, который прописывает требования на завод вахтовых работников. И там ответственность определена в соответствии с действующим законодательством, что эти нормы необходимо исполнять и строго соблюдать, как со стороны работодателя, так и со стороны работника. А как ситуация с пандемией в целом отразилась и отразится в дальнейшем на деятельности добывающих предприятий республики? Пандемия, мы ее влияние наблюдаем еще с конца 2019 года. Сразу хочу отметить, что где-то произошло ее наложение на другие обстоятельства, например, в алмазной промышленности, в гранильной отрасли, в ювелирной, когда наблюдалось снижение спроса еще в прошлом году, и, соответственно, пандемия привела к закрытию многих магазинов, выставочных площадок, на которых принято было все это реализовывать, и просто ограничение потребительского спроса, потому что люди стали больше экономить и меньше тратить средств по этим направлениям. Если отметить, на какие еще направления это сказалось, например, конечно же, поскольку промышленность – это взаимосвязанные все направления и отрасли,
Снижение, например, производства тех же автомобилей влечет снижение на сталь и, как следствие, на наш уголь. То же самое это касается, если там теплая зима, снижение спроса на энергетический уголь. Пока снижение спроса незначительно, мы наблюдаем за этим рынком, но тем не менее в совокупности с тем, что происходит на рынке нефти и газа, я думаю, многие об этом читатели знают. И, конечно же, те, кто смотрит ваш канал, знают о том, что происходит на рынке нефти, какое произошло снижение в цене. Но, тем не менее, наши компании сегодня работают стабильно. Нефть по нефтепроводу Восточная Сибирь, Тихий океан обеспечена поставками. Газопровод «Сила Сибири» выполняет взятые на себя экспортные обязательства. Хочу отметить, что та же лесная промышленность, к примеру, мы ищем варианты для того, чтобы реализовывать поставленные задачи. Например, на прошлой неделе встречались и проводили селектор с компаниями из Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Это новые возможности даже в этих условиях находить для себя новых покупателей. И даже вроде в условиях снижения рынка получать возможность увеличить цену за свою продукцию. То есть мы в каждом направлении, тем не менее, ищем возможности. Компании рассматривают варианты, связанные с издержками производства, рассматривают вопрос повышения эффективности, производительности, ну и в том числе поиски новых рынков. А как долго может восстанавливаться экономика республики после завершения пандемии и от чего это зависит? Это зависит от множества факторов. Не в последнюю очередь, поскольку основой экономики сегодня является алмазодобывающая промышленность, это, конечно же, восстановление спроса со стороны населения, компаний на продукцию, которую производит и поставляет наш Алрос на международные рынки, и компании, которые занимаются переработкой алмаза в бриллианты. Конечно же, это зависит от спроса на, как я уже говорил, на конечную продукцию, для производства которой используется и нефть, и газ, и уголь. Поэтому рассчитываем, что сейчас эту динамику отслеживают по всем направлениям. И есть предположение, что мы уже с середины года увидим восстановление, но это все зависит, опять-таки хотел бы отметить, от сознательности каждого гражданина, и соблюдения режима самоизоляции, соблюдения требований нахождения в массовых местах в масках. Это как раз все ведет к возможности тому, чтобы эта пандемия как можно быстрее прекратилась, и, соответственно, будут открыты и магазины, будут созданы новые рабочие места, компании будут эффективно работать, платить заработную плату, и, соответственно, будет восстанавливаться и наша экономика. Максим Викторович, спасибо за беседу. Спасибо вам. А я напомню, мы говорили о влиянии пандемии на добывающие отрасли. Оставайтесь с нами.